Здравствуйте! Я являюсь заведующей городской участковой ветеринарной лечебницей бюджетного учреждения Чувашской Республики Канашской районной станции по борьбе с болезнями животных Госветслужбы Чувашии. В городе Канаш зарегистрировано заболевание лисицы бешенством. 17 ноября ранним утром на улице города была замечена лисица. Животное проявляло агрессивность, хаотично металось по сторонам, прыгало на автомобиле и кусало колеса. Кидалась на людей, пострадало от ее укусов 4 человека. Кидалась на собак, была загнана ими в подвал дома номер 4 по улице Канашская, где затаилась. Прибывшие по вызову охотники умертвили лису. Ветеринары отправили пробы биоматериала лисы в ветлабораторию, где бешенство было подтверждено. В связи с этим на территории земельного участка, расположенного в городе Канаш Чувашской Республики, в следующих границах от пересечения улицы Филатова с улицы Северная до пересечения с улицы Колхозная, далее по улице Колхозная до пересечения с улицы Железнодорожная, далее по улице Колхозная до пересечения с улицы Железнодорожная, далее через железнодорожные пути до дома 2 по улице Карла Маркса до пересечения с проспектом Ленина, далее по проспекту Ленина до дома 54А по улице Комсомольская, далее по улице Комсомольская до пересечения с улицы Красноармейская, далее через железнодорожные пути до пересечения улицы Железнодорожная с улицы Свободы, далее по улице Свободы до дома 20, далее по улице Комсомольская до пересечения с улицы Красноармейская, далее через железнодорожные пути до пересечения улицы Железнодорожная с улицы Свободы, далее по улице Свободы до дома 20, улицы Свободы, далее до дома 9 переулок Больничный, далее до пересечения улицы Чехова с улицы Филатова и далее по улице Филатова до пересечения с улицы Северная. Установлен карантин. Карантин сроком на 2 месяца. В течение карантина запрещено проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Ветеринарные специалисты проводят обход владельцев восприимчивых животных, подворный, подквартирный, с целью выявления подозреваемых в заболевании бешенством животных и вакцинации их против бешенства. В 2021 году, после 3-летнего перерыва, это первый случай заболевания животных бешенством. Все, кто контактировали с бешеной лисой, сейчас получают курс антирабических прививок и находятся под наблюдением врачей. Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и которое всегда заканчивается смертельным исходом. Кто же может заболеть бешенством? Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь плотоядные животные, семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и другие. Могут также болеть птицы, дикие и домашние грызуны, летучие мыши, болеет и человек. Как происходит заражение? Возбудитель бешенства – вирус, содержащийся в слюне больного животного. Заражение происходит при укусе или царапине и проникновении в рану слюны больного животного. Поэтому заразиться бешенством можно при укусе, при попадании слюны на слизистые оболочки глаз, носа, рта, поврежденные кожные покровы. Как проявляется бешенство у животных? Длительность инкубационного периода, то есть периода, предшествующего появлению симптомов заболевания, у животных составляет от недели до нескольких месяцев, иногда даже лет. Но уже за 5-10 дней до проявления болезни животное является заразным. Характерным признаком заболевания животных в первой стадии следует считать изменение поведения. Злобное животное становится ласковым, беспричинно оживленным, старается лизнуть хозяина в лицо, доброе – злым, раздражительным, не идет на зов хозяина, забивается в темные углы. Животное отказывается от любимой еды, но заглатывает несъедобные предметы, например, такие как дерево, камни и другие. Иногда отмечается повышенная чувствительность к свету, шуму. Для заболевших диких животных таким изменением будет желание идти на контакт с человеком. Здоровое дикое животное никогда добровольно не подойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться. Начальная стадия заболевания сменяется второй стадией возбуждения, при которой раздражительность животного повышается, возникает агрессивность, оно может без видимой причины напасть, укусить. Далее наступает третья, паралитическая стадия, с очень характерными внешними проявлениями. Шерсть животного взъерошена, нижняя челюсть отвисает, язык выпадает, из пасти вытекает слюна. На 8-10 день животное, к сожалению, погибает.
Как следует поступить при укусе животного? Следует немедленно, интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смоет слюну животного. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца. Не нужно прижигать раны. Наложить на рану стерильную повязку. Нельзя высасывать кровь из раны ртом. После этого в самые сжатые сроки надо обратиться в любое медицинское учреждение, поликлинику, больницу или медицинский пункт. По возможности необходимо собрать максимум данных о покусавшем вас животном. Если животное домашнее и привито против бешенства, то необходимо взять с собой ветеринарную справку о сделанной прививке или регистрационное удостоверение с отметкой о прививке. Уважаемые жители города Канаш и Канашского района, напоминаем вам, что у нас ежедневно проводится плановая вакцинация против бешенства. Она бесплатная. Берегите себя и своих животных. С вами была Евгения Купцалова.